Кау формал гарздара, коне эхуше, архал тумаше. Надо начать с теста. Я делаю пироги без яиц. У меня была доставка осетинских пирогов в Улан-Удэ. И ко мне приезжали девочки, 2 осетинки. И они просто тоже мне много секретов рассказали, потому что они тоже прям такие с опытом девушки были, что настоящие осетинские пироги делаются без яиц. Там только вода, дрожжи, сахар, соль. Ну, самый секрет, я думаю, в тесте. Можно соль, сахар посыпать и сразу воду добавлять. И все это, главное, хорошо перемешать. Тут важно вот именно консистенцию нужную определить. Я родилась в Улан-Удэ и встретила своего кавказского мужчину у себя на родине. В Улан-Удэ я попал в 2006 году, в июне месяце. Познакомились со Светой в июле. В августе пригласил ее на день рождения, и с тех пор мы неразлучны. В 2007 родилась Алана, ну и потом пошло-поехало. Жили мы 14 лет в Улан-Удэ, и волей случая, или как, может, карантин поспособствовал, нам пришлось переехать сюда, во Владикавказ, чему я очень рада. А до этого приезжали много раз. Зимой приезжали во Владикавказ. Очень красиво в Цейс ездили. Очень меня поразили горы, еда, свежий воздух. И то, что можно полчаса, и ты уже в горах оказаться. Всегда мечтала переехать в теплые края, но почему-то муж не хотел переезжать. Ну, потому что, наверное, скорее всего, из-за того, что работа там была, где работа, там и ты. Хотели просто отдохнуть, мы даже не планировали сюда переезжать. Думали, пока карантин, побудем здесь. Ну, решили все-таки остаться, потому что нам здесь очень нравится. Когда мы познакомились с мужем, если честно, я даже не знала, что есть такая нация осетин. Мне было всего тогда 18 лет, ну, в Бурятии, там, сами понимаете. Честно скажу, ну, вот не знала. Знала, что есть Владикавказ город, но про осетин, что они там именно осетины живут, я не знала. И он, ну, про пироги начал рассказывать, что я тогда еще не понимала, что осетинские пироги популярны. И он говорил мне, привезу тебе с Иркутска просто обалденный пирог с листьями свеклы. Думаю, господи, листья свеклы, что это? И самый первый пирог, который я попробовала, был со свекольными листьями. Но это просто было божественно. Он еще разогрел мне его на масле. Ну, это естественно. Сами знаете, это самый высший пилотаж. А потом нас пригласили в гости осетины, которые в Улан-Удэ живут. И первый раз там попробовала прям горячие, с пылу жару пироги с мясом, с сыром. Вот я не помню, сахараджин был. Кажется, не было. Ну, я просто влюбилась. Я ела как не в себе, если честно, в тот день. Я помню, вот с таким пузом. Просто думала, ничего себе, какие блюда, оказывается, есть. Ну, естественно, как любая жена хочет научиться этому, порадовать своего мужчину. Сначала покупала обычное тесто в магазине, которое продается. Ну, такие у меня были, сами понимаете, такие, как это, каравайчики, а не пироги. Начали с бабулей созваниваться. Ну, я начала у нее спрашивать. Потому что она у нас вообще просто очень вкусно готовит. Когда по телефону, я поняла, надо, чтобы прямо видеть этот процесс. Так невозможно научиться. Самый такой навык пришел, когда вот бабуля еще приехала к нам в гости. Она к нам приезжала вот прямо на поезде, привезла нам кучу посылок. Она думала, у нас даже огурцов там нет. Ну и бабушки, они же все хотят привезти. Мы еще тогда... Она специально поехала на поезде. Это, представляете, 6 дней она или сколько добиралась. Все ради нас. Как любой маме 5 детей, какая мечта у нее? Чтобы быстрее уже не готовить. И в этом деле у меня бабуля не допускает меня практически на кухню. И вот я вчера буквально репетировала пироги, уже 100 лет, ну как получается, приехали сюда, уже их не делала. Ну, мастерство не пропьешь, все равно все хорошо получилось. То есть вчера гости оценили мои пироги. Здесь мы тесто сразу очень много сделаем. Сделаем картофчин, сахараджин и с мясом. Потому что с мясом он самый сложный считается. Показать, что верх мастерства.
Ну, смотрите, тесто уже практически готово. Ну, я его так определяю, если оно уже отлипает практически, не липнет сильно к рукам. Ну, самое главное здесь прям, чтобы без комочков тут все было. В осетинской семье меня приняли очень хорошо, особенно бабуля. Ну, я ее бабулей называю, моя свекровь. Послушная, то, что я говорю, пусть попробует не подчиняться. Да, Света? У нас менталитет очень похож. У нас уважение к старшим. Такие же скромненькие у нас девочки-буряточки. Мне кажется, она Стинка такая же, как и я. Люди все одинаковые. Мы с ней сразу общий язык нашли. Я ей помогала на кухне. Я тоже люблю готовить. Пироги научилась печь. Отношение к ней самое, что ни на есть, хорошее. Тем более она делает такие пироги, что не каждая Стинка может. И сейчас я его перемешу. Ай, большой слишком сделал. Начинки много. Здесь его доводим до ума. Тут многие остинки и то не умеют до 50 лет, а она ей сколько, 32 года уже все знает и хочет знать. Вон уже идут эти тоже. Одну пятерку по английскому по лицу получила. 2 пятерки получила? Да. Молодец. После того, как я родила 3-го ребенка, буквально 4 месяца прошло, я до этого все мужу говорила, а вот было бы круто открыть доставку осетинских пирогов здесь. Это же все-таки бренд на всю Россию уже. Он такой, ты только говоришь, а ничего не делаешь. Ну, это, естественно, меня сподвигло. Я решила просто для друзей, знакомых печь пироги. Меня случайным образом прорекламировали блогеры начинающие. И вообще прямо они были в шоке. О, что за вкусные пироги. На тебе масло рядышком. Только аккуратно дядю не забрызгай. Ну, естественно, все пошло уже. Какое дома производство. Ребенку всего 4 месяца. Это же вообще невозможно. Помещение сняли, все. И самое, что интересное, у меня подружка была фотограф, и она сделала очень красивые фотки пирогов. И мне очень приятно, что мои фотографии сейчас воруют, и они гуляют по всему интернету. Особенно вот это фычин с мясом. Мне так хочется показать его. Вот эта фотка, очень часто я вижу ее. Края, дочь. Прям такой ажиотаж был конкретный. Мы 3 года просуществовали. Просто я уже очень морально устала от всего. Еще и забеременела 4-й дочей. И решила, нет, я больше не хочу этим заниматься. По образованию менеджер по работе с персоналом, но нашла себя в бьюти-индустрии. А точнее, с 2014 года я визажист, стилист по прическам и дизайну ресниц. Творческая жизнь мне всегда нравилась, и я как мама, домохозяйка, и хочется каких-то новых впечатлений. И я узнала, что есть такой конкурс «Миссис Бурятия», на который я с удовольствием подала заявку. Муж, конечно, был в шоке, потому что ему надо было на выходных сидеть с детьми. Ну, были сомнения, но когда я смотрел в ее горящие глаза, я понимал, что у нее все получится, и она станет небольшой такой звездочкой. Всем привет! Меня зовут Светлана Албегова, мне 32 года, и у меня 5 прекрасных принцесс. Я лично не ездила за победой, я за эмоциями ездила. Он понял, что мне это нравится, и что я счастлива от всего процесса, и что надо продолжать. После конкурса в Бурятии у меня была возможность поехать на «Миссис России». Чтобы поехать на «Миссис России», нужно было внести организационный взнос, на который в нашей семье пока нету бюджета. Но я очень сильно верила, что я поеду на конкурс. И помогли очень друзья и родные. Они поверили в меня.
Благословили и отправили на конкурс, чему я очень рада и благодарю вас за то, что они есть. Сначала это было в Улан-Удэ, потом уже, когда мы переехали сюда, уже поехала на Россию, она, получается, отсюда. Ну и когда она мне написала смс-ку, что она первая вице-миссис в России, я, честно говоря, подумал, что она просто шутит. Первая вице-миссис России мира 2020. Светлана Убегова. Оказалось, что на самом деле все у нее получилось. Бурятия была вторая вице-миссис Бурятия. На конкурсе «Миссис Россия» я стала первая вице-миссис. После конкурса «Миссис Россия» у меня есть шанс представить страну на конкурсе «Миссис Мира». Это просто нереальная большая мечта, которая может сбыться. И я думаю, я еще покажу себя в Шри-Ланке. Буду дальше продолжать мечтать, потому что мечты сбываются, а главное ощутить это счастье, и все получится. Света всю жизнь участвовала в различных конкурсах, там, в детском лагере, в училище, побеждала там, кстати, тоже. И вот она, видимо, шла всю жизнь к этому, пока все у нее получается. Что же мне нравится в конкурсах красоты? Ну, во-первых, там такие же целеустремленные, интересные женщины, ну и девушки, да. Там в основном замужние, а атмосфера абсолютно другая. Миссис – это все-таки девушки замужние с детьми, которые приехали хорошо отдохнуть. Пироги будешь? Мы уже покушали на кафе. Ах вы! А я тут пироги пеку для вас, а вы в кафе покушали. Ну, будешь пироги? Мама испекла. Нет? Ну, какая мать не хочет отдохнуть одна, без детей, надеть красивое платье? Мама, ты тут. Все, давай, тусуйся с миром. Угу. Идешь гулять? Аля, все? Давай, иди гуляй. Сейчас я приду, хорошо? Иди к папе, я сейчас приду. Такая грязненькая. На самом деле, мамой 5 детей быть очень весело. Дети развлекаются и всегда могут друг другу помочь в той же домашке или еще где-то. Нечто. Райшем, Раджи, Фиштам. Вот Рашу, Апшнаем. не сколаем, улаем. Ну, честно говоря, я даже не думал, что столько девочек у нас будет. Ну, на самом деле страшного ничего нету. Раньше и в семьях бывало и поболее. Поэтому, когда дети тебя радуют. Меня здесь муж очень поддерживает. То есть, что бы ни случилось, он всегда рядом. Какие бы ситуации ни были жизненные, поддержка семейная очень важна. Теперь мне ничего не страшно. Я рада здесь находиться. Я люблю уже эту республику. Я рада, что мы теперь будем в тепле. Мои подружки сейчас жалуются, что у них холодно, а я здесь наслаждаюсь этой красотой. Был разговор с соседкой, и она мне говорит: а зачем мы сюда приехали? Что здесь делать? Я такая: как? Здесь же такая природа, здесь такая еда, фрукты, овощи. Но я поняла, просто человеку не с чем сравнивать. Я из Сибири девушка. Я люблю свою республику, но здесь просто рай. Все здесь устраивает. Красота, свежий воздух. В Улан-Удэ тоже как бы есть своя красота, тайга, Байкал. Очень живописные места там. Но здесь все равно другая энергетика. В общем, ну, все хорошо. И главное, что и детям, и ей нравится здесь. Наша семья всегда старается быть в движении. Мы уже, наверное, все горы облазили, какие здесь есть. Меня очень удивило, что, оказывается, есть такие местные жители, которые не выезжали в горы. Представляете, живут здесь и ни разу не были в горах. Они думают, что все рядышком, а жизнь-то идет, не дай бог, что случится. Наслаждайтесь каждым моментом своей жизни, успевайте все, что есть. Цените, где вы находитесь. Это невероятное место.
aşkın bacı hattaraya Gizge derki koyol togo Hancır yancır hattaraya yıldın nadı Ildı vere zuğaya Muş harıldın nadaya